Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российские легкоатлеты стали хозяевами 3 медалей чемпионата Европы в помещении. Все награды были завоеваны спортсменами в заключительный день турнира. Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом. Мария Лосицкене не нашла себе равных в прыжках в высоту. А Илья Шкуренев показал третий результат в многоборье. Всего от России на турнире в Глазго выступили 11 легкоатлетов. Победу в медальном зачете одержали британские спортсмены, завоевавшие 11 медалей. Победительница зимнего чемпионата Европы в прыжках в высоту Мария Лосицкене расстроена тем, что не может отпраздновать свое достижение с российским флагом в руках. Об этом спортсменка сообщила журналистам. Напомню, российские легкоатлеты из-за отстранения Всероссийской Федерации легкой атлетики уже не первый год выступают на международных стартах в нейтральном статусе. Ситуация, когда я не могу отпраздновать победу, пробежав по стадиону с флагом своей страны, огорчает и очень надоело. Но главное сейчас для меня не вешать нос. Если в целом подводить итоги сезона, то он был коротким и успешным. Я сумела повторить личный рекорд, выиграла чемпионат России и чемпионат Европы, сказала Лосицкене. Женская сборная России по фехтованию на рапирах заняла второе место на этапе Кубка мира. Турнир прошел в Каире. В финале российская команда в составе Инны Дереглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидулиной проиграла соперницам из Италии со счетом 37-38. Обладательницами бронзовых медалей стали представительницы Франции, одолевшие в матче за третье место команду Соединенных Штатов. Отмечу, что накануне Дереглазова заняла первое место на этапе Кубка мира в личном турнире, победив в финале итальянку Аличе Вольпи. Международный совет футбольных ассоциаций внес ряд изменений в правила футбола на 133-м ежегодном общем собрании в шотландском Абердине. По новым правилам игрокам атакующей команды больше нельзя будет становиться в стенку обороняющихся соперников при исполнении штрафного удара. Изменения коснулись и замен. Футболист будет обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия. Также отменено правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется полевой игрок. Изменения вступят в силу с 1 июня. Соперник Краснодара по 1/8 финала Лиги Европы Валенсия одержала победу над Атлетиком в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев поля. Голами отметились Родриго и Кевин Гамейро. Российский полузащитник летучих мышей Денис Черышев вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между Валенсией и Краснодаром пройдет 7 марта в Испании. Ответная игра состоится 14 марта в Краснодаре. Вашингтон одержал победу над Нью-Йорк Рейнджерс по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время матча и овертайм завершились в ничью со счетом 2-2. Шайбы в составе Вашингтона забросили Карл Хагелин и Андрей Бураковский. У хозяев льда отличились Райан Стром и Павел Бучневич. Победу Кэпитал в серии буллитов принес капитан команды Александр Овечкин. Вашингтон занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка. Рейнджерс с 65 баллами идут 13-ми. В следующем матче Вашингтон сыграет в гостях с Филадельфией. Рейнджерс проведет выездную встречу с Далласом. Нападающий санкт-петербургского СКА Никита Гусев может уехать в клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас» сразу после завершения сезона в КХЛ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российском клубе. Контракт хоккеиста со СКА истекает 30 апреля 2019 года. Но соглашение может быть расторгнуто раньше по соглашению обеих сторон. Гусев играет за СКА с октября 2015 года. За это время 26-летний форвард провел 257 матчей, в которых забросил 97 шайб и сделал 204 точные передачи. Якутские боксеры в составе сборных команд федеральных округов стали призерами Кубка России. Командные соревнования, посвященные столетию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, завершились в Ижевске. Как сообщает «Спорт Якутии», в составе команды Москвы бронзовую медаль завоевал и вместе с этим выполнил норматив мастера спорта страны якутянин Борис Сидоров. Еще два представителя якутской школы бокса Джулус Яковлев и Артур Ложников в составе сборной Сибирского федерального округа стали хозяевами серебряных медалей. Победителями же командного турнира стали представители Приволжского федерального округа.
В селе Хаптага Мегина Кангаласского улуса прошло первенство республики по кикбоксингу памяти первого чемпиона РСФСР из Якутии Андрея Павлова. Организаторами соревнований выступили Республиканский центр подготовки спортивного резерва и Федерация кикбоксинга республики. Участие в турнире приняло порядка 70 спортсменов из 15 сборных команд городов и муниципальных образований. На кону стояли не только медали, но и путевки на первенство Дальневосточного федерального округа. Данные соревнования памяти именитого спортсмена стали трамплином в карьере для целого ряда кикбоксеров. Имеем достижение победителей первенства России, обладатель Кубка мира, и я также. И обладатель первенства Европы, я мастер спорта. 5 лет назад я выступал на этом турнире, одержал победу. И после этого я стал 4-кратным чемпионом Дальнего Востока, призером чемпионата России, победителем Кубка России и победителем Кубка мира. В Якутске прошли первые всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Кульбертинова. На огневой рубеж турнира под сводами Дворца спорта «50 лет Победы» вышло около 130 спортсменов из 8 субъектов Дальнего Востока: Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Хабаровского, Приморского, Забайкальского краев и Республики Бурятия. Сборная Якутии на правах принимающей стороны была представлена 2 командами. Спортсмены состязались в меткости, в стрельбе из винтовки и пистолета в 4 упражнениях. Мы победили в упражнении ВП-40 плюс 40. Это парное упражнение. Там 24 выстрела. И в сумме оказалось у нас 489,1. Сначала я волновалась, конечно, но потом как-то уже стала уже как-то увереннее. И пошло-поехало. Долго тренировались. Мы усердно трудимся. Это были новости спорта. Всего доброго!